все расы равны и обладают одинаковыми способностями. Николай Миклуха-Мыклай. Любой мужчина дает свою фамилию своим детям. Имена редких людей даются народу или стране. История помнить мало таких людей, которые родились под счастливой звездой. В честь путешественника Америго Веспуччи называли Америку. В честь Христофора Колумба называли страну Колумбию. Потомки Чингисхана Нагая и узбек тоже стали причиной формирования узбеков и нагайцев. Сегодня наша тема об узбек-хане. Современные узбеки и республика Узбекистан носят его имя, став ханом Золотой Орды. Узбек принял ислам и получил имя Мухаммед. Попытка ввести ислам в качестве государственной религии встретила сопротивление ордынской аристократии. Лидеры оппозиции Тунгус, Тас и эмир Сарая Кутлук Тимур заявили узбеку: «Ты ожидай от нас покорности и повиновения, а какое тебе дело до нашей веры и нашего исповедания, и каким образом мы покинем закон и устав Чингисхана и перейдем в веру арабов?» Однако, приверженцы старомонгольской партии, эмира царевича, были казнены. Сообщается о казни 120 чингизидов. Исламизированная часть Золотой Орды стала кланом Узбек-хана. Точнее, эти были воинственные племена из Дашти Кыпчака. В истории остались как узбеки-кочевники. Узбеки-кочевники пили кумыс, жили в юртах, ели конину и бешбармак и очень хорошо играли козлодрание, ничем не отличались от кыргызов и казахов, потому что одни те же племена найманы, кипчаки, кущи, барласы, жалаиры, катаганы, канураты составили костяк и казахов, и узбеков, и кыргызов. Как видите, тогдашние узбеки-кочевники сильно отличаются от сегодняшних узбеков. Для достоверности фактов приведем слова академика Семенова, который еще более полувека назад писал: «Тюрко-монгольские кочевники аккорды были отборными воинами-конниками. Они по-видимому, и были главной частью золотоордынского войска. Их-то сначала и называли узбекианами, узбековцами. Постепенно термин «узбек» сменился термином «узбек», который стал собирательным именем для целой группы тюрко-монгольских племен аккорды. Далее академик Семенов приходит к выводу, что узбеки своим этническим и государственным названием обязаны персоязычным народам, прежде всего, таджикам, которые внедрили среди подданных узбек-хана ислам, одновременно с таджикским языком. Он пишет: «Дело в том, что термин узбек, узбекиан, то есть узбеков, узбекский, и узбековцы употребляли только заграничные персидские авторы по отношению вообще к войскам узбек-хана, совершенно не разбираясь в их племенном составе. После распада Золотой Орды эти племена во главе Шейбани-ханом переехали в Среднюю Азию». Вот что пишет об этом историк Валерий Андреева. Именно шейбаниды на кончиках своих копий привнесли в Центральную Азию само название узбеки, которое не имело тогда никакого реального этнического содержания. Со временем эти племена потеряли кочевую идентификацию, ассимилировались с местными сартами и другими тюркскими народами. С приходом коммунистов началась политика манкуртизации тюркских народов. Древнеримская пословица «разделяй и властвуй» была главным лозунгом Советского Союза в Туркестане. Разделили Большой Туркестан на несколько частей. Перед безбожниками коммунистов стояла задача образовать новую советскую нацию без прошлого, без истории. Этнонимы тюрк, кыпчак, хореземцы, лакайцы не удовлетворило коммунистов, так как за этими этнонимами была богатая история. Вот новый этноним узбек был очень подходящим для нового советского народа. По словам таджикского академика Рахима Масова, некоторые роды и племена были против узбекизации Советского Союза. Несмотря на это, Советы добились своей мечты.